Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Определение азимута, ориентирование на местности и поиск пропавшего. 200 человек, нам туда с тобой. Как проходят учения волонтеров-поисковиков, увидела Вероника Гайнудинова. Собственное озеро во дворе многоквартирного дома. Хоть плыви, голуби купались, как пляж. Почему на улице Вишневского, 61, 3 недели не могли устранить прорыв водопровода, разбирался Павел Драгунов. Надежды и напутствия. Вы должны быть уверены, что наша республика в любой ситуации вместе с вами. Как Рубин готовится к возвращению в элиту российского футбола, узнал Дмитрий Аринин. Во славу чуда! Покровительница наша, от всех забот, в первую очередь к ней. В Казани прошли торжества в честь 444-летия со дня явления Казанской иконы Божией Матери. Все подробности дня в материале Рамиля Шайдуллина. В Казани сегодня стартовали масштабные учения волонтеров поисково-спасательных отрядов. Татарстан их принимает впервые. О значении форума говорит тот факт, что в стране ежегодно пропадают 40 тысяч детей. И прямо сейчас ищут 160 малышей. Все участники, которые приехали в Казань, сделали поисковую работу смыслом своей жизни. Большинство на общественных началах. Именно на таких встречах получают профессиональные навыки в теории и на практике. Почему становятся волонтерами и как готовятся к поискам? Вероника Гайнудинова с места события. Одно отделение должно оценить карту и, не выходя на маршрут, дать азимуты, расстояния. Здесь собрались люди, которые неравнодушны к чужой беде. В Казани сегодня 80 волонтеров из разных регионов, и каждый из них может рассказать свою уникальную историю спасения человека. 200 человек, нам туда. Ориентирование на местности, поиск пропавшего, оказание ему первой помощи. Волонтерам рассказывают обо всем, что пригодится в поисках. Сегодня первый день учений. После теории поисковики приехали в лес, чтобы на практике отработать навыки. Элементарные навыки, которые нужны для того, чтобы хотя бы чтобы человек сам как бы не потерялся, да, там, и не навредил другому человеку, который ищет. То есть и базовые навыки для поиска. Вот. И плюс мы приобретаем такие навыки, что мы можем сами обучать уже у себя на территории. При резонансных поисках, когда пропадает особенно ребенок, приходят на помощь родители, местные жители данного поселка или города, где пропал ребенок. И наши волонтеры, обладая теми знаниями, которые они получают на данных учениях, способны выступать в роли координаторов поисков, в роли стоявших поисковых групп и вести за собой людей. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня объединяет порядка 3000 добровольцев в 46 регионах. В Татарстане центр заработал 10 месяцев назад. С начала этого года им поступило 148 заявок. Треть из них – поиск детей. Альбина Сагирова рассказывает, у самой трое, поэтому не может остаться в стороне. В поисковом движении уже 7 лет. Вспоминает, как в начале весны в Елабуге искали 14-летнего подростка. Ребенок оставил предсмертную записку, в которой говорилось то, что не хочет ребенок больше жить. Это и проблемы в школе, это и проблемы в семье. Мы искали его 2 суток, просматривались чердаки, подъезд. На второй день мы уже брали уже другие квадраты, это леса, заброшенные здания. Ребенка мы нашли в лесу. Чудом то, что его здоровью ничего не повлияло. В городе Воткинске Ижевской области Маша Маркова вышла ненадолго прогуляться и пропала. У поисков нет срока давности, говорят волонтеры. В Удмуртии с 2014 года ищут пропавшую девочку. До сих пор поиски продолжаются. Девушка у нас ушла из дома, потому что пахло краской, прогуляться около дома. Ее видели рядом дети, и буквально через 10 минут после того, как ее видели, ее не стало. Нет ни одного свидетельства, увезли ли ее, похитили, либо она ушла в лес. Только за этот год Национальный центр помощи получил больше 2600 заявок на поиск пропавших детей по всей России. Из них 2437 были найдены живыми. По остальным еще ведут поиск. По статистике больше пропадают взрослые. Чаще теряются, когда уходят в лес по грибы и ягоды. Учения у волонтеров-поисковиков идут 4 дня. Если сначала больше упор на теоретический блок, то в воскресенье они проведут реальный поиск пропавшего человека в лесу. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.
В Алексеевском районе отремонтировали 25 надгробий, разрушенных вандалами в начале недели. Обновление 4 продолжается. Им был нанесен большой урон. Необходимо учесть некоторые нюансы, говорят в исполкоме района. Рустам Миниханов поручил руководству в кратчайшие сроки восстановить надгробия. Эту работу проводят по согласованию с родственниками погибших. Напомним, на кладбище в райцентре опрокинулись 29 надгробий. Подозреваемый в вандализме 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину признал. Алексеевский городской суд отправил его в СИЗО. 3 недели пришлось ждать жителям 61-го дома на Вишневского в Казани, пока в их дворе начнут ремонт водопровода. Еще в начале июля здесь прорвало подземные коммуникации. Вода затопила весь двор, парковку и подвал. Как говорят жильцы, их двор напоминал курортную зону в центре города. Ремонт начался только сегодня. Почему так долго пришлось ждать и не прорвет ли снова, разбирался Павел Драгунов. Выходя из двери, вот вода была вот здесь вот. Персональный курорт с озером, но без песчаного пляжа устроил водоканал жителям 61-го дома на Вишневского. 3 недели назад здесь прорвало водопровод. Вода залила весь двор, подвал и парковку. Из-за сырости в подъезде появилась плесень и неприятный запах. Невозможно было ходить за водой в киоск, за хорошей водой. Хоть вплыви, голуби купались, как пляж. В доме почти 150 квартир. Чтобы выйти из двора, приходилось балансировать на бордюрах, держать за забор. Жители многоэтажки и соседних домов за помощью обратились в «Открытую Казань», «Народный контроль» и другие инстанции. Водоканал, ЖКХ, управляющую компанию. Но получали ответ: ждите, проблема решается. 3 недели. Вот и я писал, и жильцы тут писали. Тут море, не пройти было. Ноги шли прям по воде, в башмаках и все прочее. Жильцы дома говорят, прорыв трубы происходит каждый год и всегда в одном и том же месте. Раньше течь устраняли за несколько дней и сразу после обращений. Вот в этом месте, где опять образовалось озеро, там прорывы, наверное, пару раз за год, это точно. Но на протяжении уже лет 10. То есть у нас там это место латано-перелатано. Работники водоканала приступили к ремонту только сегодня. Для этого пришлось отключить воду в 9 домах на улицах Бойничная и Вишневского. Водой жители обеспечивали водовозы. Порыв водопровода, предположительно диаметром 200 стальной. Была течь, воду перекрыли в данный момент, приступили к работам. Затрудняет раскопку еще наличие кабелей, газопровода. Рядом они проходят, эти сети. То есть копаем очень аккуратно. Главный вопрос жителей: почему на аварийный прорыв трубы аварийные службы ехали 3 недели? Так и остался без ответа. Администрация района утверждает, о ЧП они узнали только вчера. Тогда кто же отслеживает обращения жителей на народных порталах и соцсетях? Районная администрация узнала об этой аварии только 20 июля и сразу уже взяли в работу. Вчера уже улица была осушена, сегодня приступили к земляным работам. Как нам стало известно, сообщение о протечке водоканал получил от управляющей компании. Ранее нашими сотрудниками была обнаружена земляная течь во дворе дома 61 по улице Вишневского. После чего данную информацию о земляной течи передали в аварийно-диспетчерскую службу МУП водоканала. Еще больше стало вопросов, когда мы получили ответ от исполкома города. Заявку о затоплении целого двора здесь рассматривали согласно регламенту. В соответствии с действующим законодательством, общий срок рассмотрения уведомлений в системе «Народный контроль» не может превышать 10 календарных дней. Заявка, поступившая от жителей дома, была передана на исполнение в установленный законом срок. Сегодня жители 61-го дома наконец-то смогут выйти из подъезда и погулять во дворе. Павел Драгунов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сезон будет непростым, но команда должна быть уверена, ее поддержит вся республика. Рустам Миниханов сегодня напутствовал футболистов «Рубина» перед стартом российской премьер-лиги. Встреча с Раисом Татарстана прошла на клубной базе Рубиновых. Напомним, наша команда снова будет играть в элите российского футбола. После вылета в ФНЛ клуб за 1 сезон смог перестроиться и получить путевку на повышение в классе. Завтра уже первый матч. Насколько коллектив готов к игре и какие задачи стоят перед командой в сезоне, узнал Дмитрий Аринин. После игр к ночи всегда бывает рассвет. Искренне рады, что рассвет для нас наступил. Своим позитивным настроем футболистов «Рубина» сегодня заряжал Рустам Миниханов. Как отметил Раис Татарстана, главная команда должна быть уверена. Несмотря ни на что, вся республика и ее руководство будет поддерживать коллектив. Сезон, он простой не будет, каждый хочет выиграть. Но надо бороться. Рубин как? Он же так светится,
чтобы она светилась, поэтому по-другому быть не может. Вы должны быть уверены, что в нашей республике, руководство республики в любой ситуации вместе с вами. У вас очень солидный, он как наблюдательный совет или как? Правление. Да, правление, значит, здесь и главный спонсор, и самые авторитетные люди нашей республики. В прошлом сезоне по ходу чемпионата ФНЛ в Рубине сменилось руководство. Председателем правления стал глава республиканской налоговой службы Марат Сайфиуллин. Забуксовавший на старте коллектив набрал ход и в итоге финишировал первым. Мы решили свою основную задачу – выход в элиту российского футбола в премьер-лигу. Конечно же, это было бы невозможно без серьезной поддержки руководства республики, в первую очередь раисы нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова, который живет командой, очень огорчается ее неудачам и радуется ее успехам. И поддерживает нас во всех делах и начинаниях. И, конечно же, хотел бы передать слова благодарности, признать нашим спонсорам, генеральному спонсору компании «Сибур» в лице их предприятий «Казань Оргсинтез» и «Нижнекамск Нефтехим», которые своевременно в полном объеме выполняли свои финансовые обязательства. Благодаря этому Рубин расширил и усилил свой состав. Тренерский штаб возглавил опытный наставник Рашид Рахимов. К сезону в премьер-лиге костяк команды сохранился. Сейчас идет доукомплектование футболистами для разных игровых позиций. На самом деле исторический уже клуб с большой историей. Но от нас, от команды, от себя мы постараемся сделать все возможное, чтобы оправдывать доверие. Это первое. И второе, могу обещать, что здесь, среди сидящих, те, кто будут выходить на поле, не будет ни одного равнодушия. А там уже все как сложится. Но мы будем умирать на поле, мы будем биться за Рубин, за республику и за то доверие, которое нам оказывают. Раис Татарстана положительно оценил работу управления Рубина и вручил игрокам и сотрудникам клуба государственные награды. Питание у нас все нормально. Футболисты Рубина поблагодарили Рустама Минниханова за поддержку и позитивный заряд и подарили чемпионскую медаль ФНЛ и футболку со своими автографами. Хотели бы попросить вас почаще приходить на наши игры. Мы знаем, у вас плотный график. Будем стараться сделать все возможное, чтобы вы чаще были добрые и улыбчивые. Это спорт. Так что спасибо, приезжайте почаще, будем рады. У Рубина есть планы по модернизации базы. Проект обсудили сегодня с раисом республики. Площадь застройки 3,5 квадратов. Возвращение Рубина в элиту российского футбола состоится завтра в Москве. Команда сыграет в гостях у столичного «Локомотива». Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов сегодня посетил особую экономическую зону Алабуга и провел заседание наблюдательного совета по кадровому обеспечению. Сейчас здесь создано порядка 11 тысяч рабочих мест. В перспективе с развитием к 2032-му может понадобиться уже вдвое больше специалистов. Сейчас нужны специалисты по БИМ-проектированию, электромонтажу, микроэлектронике, специалисты по эксплуатации станков ЧПУ. Для подготовки сотрудников промпредприятий работает Алабуга Политех, крупнейший в России образовательный центр рабочих кадров. В год здесь обучаются около 10 тысяч человек. Сегодня Рустам Минниханов осмотрел новые лаборатории и побеседовал со студентами. Комплекс состоит из 8 хостелов с прилегающим к ним парком. Здесь живет мой сосед. Здесь мы как раз обучаем по фельдшерской программе и обучаем телемедицине и технике, потому что они должны понимать на месте всю технику, с которой они работают. Это эльдерсовские? Это эльдерсовские, да. Это зарницевские. Здесь представлены различные фантомы, на которых мы обучаемся. Также здесь представлено VR-оборудование, на котором мы тренируемся. Памятник учителю в Казани. Каким он будет и где его установят? О деталях новой композиции сегодня пишет интернет-газета «Реальное время». Сегодня весь православный мир отмечает День Казанской иконы Божьей Матери. Ровно 444 года назад в этот день она была обретена на территории Богородицкого мужского монастыря в Казани. Поэтому традиционно главные праздничные торжества проходят в столице нашей республики. Поздравить православных с праздником в воссозданный собор Казанской иконы Божьей Матери приехали Рустам Минниханов, Минтимир Шаймиев и митрополит Кирилл. Вся палитра дня в репортаже Рамиля Шайдульна. Колокольный звон у Благовещенского собора. Это значит, наступил большой православный праздник.
Сегодня день обретения Казанской иконы Божией Матери. Праздник, который отмечает весь православный мир. Главные торжества проходят в одноименном воссозданном соборе. Верующих поздравляют первые лица республики. Сегодня у нас большой праздник, я говорю у нас, поэтому явление иконы, она появилась здесь. И для нас большая честь. Самое главное – процветание России. Мы живем в непростое время, и только единение всех нас даст тот результат, который мы обязательно достигнем. Надо же было 444 года тому назад здесь случится явление иконы Казанской Богоматери. Это Божий дар. То, что вот сегодня в таком соборе на месте явления такая обстановка, прекрасно вы смотрите все. Это есть счастье и радость жития и бытия. Одно из главных событий этого дня – крестный ход. Накануне прошло всеночное бдение, а утром торжественный молебен, после которого верующие и духовенство как республики, так и страны отправились в пеший путь по историческому центру города. На священнослужителях голубые рясы, у участников рубашки и платки этого цвета. Лазурный считается цветом Богородицы, поэтому сегодня верующие стараются подбирать одежду под праздник. Как, например, семья Шишмаревых из Иркутской области. Впервые в Казани. Мы планировали так отпуск, чтобы к 21 числу попасть в Казань, посмотреть ваш прекрасный город и попасть именно на празднование Казанской Божьей Матери. Тысячи верующих идут от Благовещенского собора по улице Батурина, Карла Маркса, Миславского, чтобы завершить крестный ход на территории Богородицкого мужского монастыря. Именно здесь 444 года назад девочкой Матроной и был обретен этот чудотворный образ, ставший одной из самых почитаемых святынь в православном мире. Считается, что обнаруженная в 1579 году Казанская икона Богородицы не раз спасала Россию от бед. У нее молились Минин и Пожарский перед освобождением Москвы от поляков. С ее образом столицу облетали во время Великой Отечественной войны. Казанская икона считается заступницей России и покровительницей ее восточных рубежей. Смутное время, в принципе, закончилось под знаменем Казанской иконы Божией Матери. И через ее явление здесь, в Казани, и сама Казань стала настолько известной, что она развивалась во многом благодаря тому, что вот эти тысячи паломников приходили к Божьей Матери. В свое время мне Митимир Шарипович сказал, что 70% дохода города Казани составляли паломники, которые приезжали сюда. Для верующих Казанская икона Богородицы, одна из главных ее изображений, есть почти в каждом доме и храме. У многих с ней связаны личные истории. Покровительница наша от всех забот, в первую очередь к ней. Сама я от этого образа несколько раз получала такие интересные вещи, то есть это фактически чудеса были. Второй год приезжаем на крестный ход и на этот праздник, потому что особо почитаемая икона и в Сибири у нас. И вообще для всей России, мне кажется, это такой образ, который вдохновляет, воодушевляет. На главной службе в соборе 25 архипастырей Русской Церкви. Звучит стих о Казанской иконе Божией Матери, написанный еще в Первую мировую войну. Казанская икона, она чтится по всей Руси. И известно в Беларуси, у нас много списков есть Казанской иконы Божией Матери. Очень трогательно, назидательна история явления чудотворного образа. Поэтому важно, чтобы была связь с первообразом, чтобы была историческая связь, духовная. Здесь Рустам Минниханов, Ментимир Шаймиев и духовенство страны возложили цветы к месту погребения митрополита Феофана, который был инициатором воссоздания храма. Сегодня праздничные службы прошли практически во всех храмах Татарстана. Также запланированы десятки мероприятий, концерты, выставки, фестивали и ярмарки. Рамиль Шайдуллин, Адальмин Дубаев, ТНВ, Казань.
Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Сегодня покажем последствия удара по жилому дому в Куйбышевском районе Донецка. Кадры с места происшествия опубликовали «Известия». Здание получило серьезные повреждения. Одна из ракет пробила крышу и упала прямо в квартиру. По городу за несколько часов было выпущено больше 2 десятков ракет из РСЗО. Сейчас в зоне СВО продолжаются тяжелые бои, потому что мы своих не бросаем. Прошел Чечню, основал боевое братство в родном Осиново и добровольцем ушел на СВО. Он сам был патриотом своей родины и объединял вокруг себя таких же смелых и отважных защитников. В рубрике «Наши герои» мы продолжаем рассказывать о подвигах татарстанских ребят в зоне специальной военной операции. О тех, кто ценой своей жизни встал на защиту жителей Донбасса. Сегодня вашему вниманию история Дмитрия Рыбушкина из поселка Осиново Зеленодольского района. В ДК Осиново есть стенд, посвященный моему мужу, герою, который посмертно пал в бою. О героизме погибшего на специальной военной операции Дмитрия Рыбушкина в Осиново знает каждый. В местном доме культуры защитникам Родины посвятили стенд. На этих фотографиях жизнь и подвиг героя СВО. Мой муж был очень мужественным человеком. У него была точная позиция. Он был героем своей Родины. Смелый и отважный с детства. После окончания школы не стал дожидаться повестки в армию. Сам пошел в военкомат. Через год службу отправили в Чечню. Вернулся ветераном боевых действий. В 2014 году в Осиново основал боевое братство. Объединил воинов-интернационалистов. Благодаря Дмитрию Рыбушкину в местном сквере Победы появились военная техника и обелиск погибшему в Чечне его другу, герою Алексею Пашину. Он сделал все для того, чтобы его имя его друга не было забыто. И он вписал его имя в этот обелиск. Он сплочал воинов в Афганистане, на Северном Кавказе, которые участвовали. Он хотел, чтобы люди знали их. Когда началась специальная военная операция, он, не думая, ушел добровольцем. С июня 2022 года служил в мотострелковом батальоне «Алга». После боевого слаживания в сентябре их отправили под Херсон. Но не прошло и месяца. Пришла весть о гибели в бою. Танки противника обстреляли здания, которые обороняли наши ребята. Дмитрий Рыбушкин остался под завалами. Его вытащили, но спасти не смогли. Он не ждал мобилизации, он не ждал, когда его призовут. Он отдал свой долг. У него совесть, чувство чести и долга у него давно были воспитаны его родителями. Кто пойдет, если не я буду защищать свою родину? Если я этим жил, да, он никогда не прятался. Как я буду прятаться за чужими спинами, если я это прививал другим мальчишкам, подросткам, которых они воспитывали? Он всегда носил наши фотографии. Дмитрию Рыбушкину было 39 лет. У него остались жена и 2 детей. Дочь в этом году окончила 9 класс. Сыну нет еще и 3 лет. Герой посмертно награжден орденом мужества. Его вручили супруге 9 мая в Зеленодольске. Этот орден нужно показывать детям, потому что сын постоянно спрашивает. И нужно сказать поколению подрастающему, что были такие люди, которые, рискуя своей жизнью, защищали простых людей, свою Россию, свою родину. Дмитрий Рыбушкин никогда не пропускал парад Победы 9 мая. Всегда маршем шел в составе боевого братства в первых рядах. В этом году на его место встала Наталья. Когда они приходили маршем, я встала поприветствовать, я была в его форме, чтобы он тоже почувствовал это все. О подвиге Дмитрия Рыбушкина и других героях должны знать и помнить, говорит Наталья, и надеяться, в сквере Победы в Осиново увековечат их имена. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Сейчас прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. Увидимся. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде.
Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по направлениям теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251 01 55. Сдавайте анализы где удобно. Комплексная проверка здоровья в офисе или на дому по программе «Страна Гемотест». Подробности на gematest.ru. В аптеках «Фармленд» летняя фишка. Покупай в «Фармленде», получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Премиальный внедорожник «Иксид» — это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июле с выгодой до 670 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Лето, жара. Насладитесь сочной ликвидацией в сети ювелирных салонов «Яхан». Насыщенные краски рубинов, сапфиров и изумрудов, сияние бриллиантов и золота со скидкой до 60%. Проведите лето со вкусом. «Яхан». Рады удивлять. Пятый федеральный форум «Производительность 360». 20 и 21 июля. Казань. На 2 дня площадка IT-парка имени Башира Рамеева объединит крупные российские компании для обсуждения эффективных инструментов развития бизнеса. Более 1000 участников, более 70 экспертов. В фокусе дискуссии отраслевая экспертиза нацпроекта «Производительность труда». Эксперты поделятся лучшими практиками внедрения инструментов бережливого производства. Итогом форума для участников станут готовые решения для развития бизнеса в условиях новой реальности. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево в предстоящие сутки ожидается переменная облачность. Ночью и днем пройдут дожди, местами сильные. Ожидается 16 градусов тепла в ночное время, в дневное до плюс 21. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ночью и утром местами также пройдут дожди. Ожидается ночью около 16 градусов тепла, в дневное время около 21 градуса выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также ожидаются осадки. В ночное время столбики термометров приблизятся к отметке в 15 градусов тепла, а днем станет прохладнее, чем накануне, около 20 градусов со знаком плюс. В Арске, Кукмаре и Балтаси ночью местами ожидаются дожди. Около 15 тепла ночью и плюс 22 днем. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске ночью также ожидаются осадки до 15 градусов тепла. Днем около 22 и без осадков. Небольшие дожди в ночные и дневные часы ожидаются также и в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Температура ночью составит 15 градусов тепла, днем до плюс 22. К воскресенью распогодится, вероятность дождей будет небольшой. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии, продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь и около 16 градусов выше 0. Днем без осадков и до плюс 23. Ветер западного направления до 12 метров в секунду. Атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли спокойное. И это были все новости о погоде к данному часу. Оставайтесь с нами.